О самых заметных событиях пятницы 16 декабря вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Затор из автомобилей образовался на ледовой переправе Хатас-Павловск, что стало причиной ограниченного движения по автозимнику, и удалось ли решить проблему. Живая помощь от земляков. Волонтеры, медики из Якутска, прошедшие ускоренные курсы в медколледже, завершили свою миссию в Москве. Площадка для возрождения эвенкийского языка и национальной культуры. Юбилей 95 лет отмечает школа в селе Иенгра, как отметили знаковое событие. Назад в прошлое у алданцев появилась возможность вновь окунуться в атмосферу детства, юности и молодости на выставке, посвященной вековому юбилею Советского Союза. Хоро Берген стартовал республиканский турнир по якутской национальной стрельбе из традиционного лука. Какие новшества ожидает участник? Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание по сохранению механизма выравнивания тарифов на электроэнергию в макрорегионе и в арктической зоне. Как отметил глава республики Айсен Николаев, в связи с изменениями в федеральном законе об электроэнергетике возникли дополнительные расходы бюджета в следующем году, связанные с поэтапным ростом тарифов для бюджетных потребителей сферы ЖКХ. В связи с этим предложено предусмотреть возможность возмещения из федерального бюджета дополнительных расходов, вызванных изменениями механизма выравнивания энерготарифов. Юрий Трутнев поручил Министерству финансов страны, Минэнерго и антимонопольной службе в двухнедельный срок проанализировать ситуацию и предложить варианты решения. Сейчас мы проверяем, как происходит компенсация вот этих вот средств, скажем, дополнительных расходов бюджетной сферы Якутии. Мы договорились о том, что в течение 2 недель Министерство финансов, прежде всего, энергетики, ФАС и субъект сверят вместе для того, чтобы доложить нам конечный результат. Все-таки кто прав, кто виноват. Затор из автомобилей образовался на ледовой переправе Хатас-Павловск. В соцсетях накануне вечером распространилось видео, где вереница из транспортных средств не может двигаться по автозимнику. Как выяснилось, всему виной стал незамерзший участок дороги. На место происшествия незамедлительно выехала рабочая комиссия. В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Сегодня мы комиссионно выезжали с управлением автомобильных дорог республики, также подрядными организациями, и даны четкие поручения, чтобы вчера была организована параллельно вторая полоса, чтобы для объезда того участка на острове Уйскумах, где у нас есть пески. И как раз на этом участке у нас сегодня проводятся работы по уплотнению 300 метров. Сегодня ледовая переправа через Хатас-Павловск открыта, там никаких заторов нет, все движение автотранспортных средств осуществляется в штатном режиме. Напомним, автозимник Хатас-Павловск открыли накануне. Разрешено движение транспорта весом до 10 тонн. Ледовая трасса включает 2 основных полосы движения и 2 резервные. Общая протяженность автозимника 20 километров. Вместе с открытием ледовой переправы изменился и трансфер пассажиров поезда по маршруту Якутск, вокзал Нижний Бестях. С сегодняшнего дня курсирует микроавтобус. Пункт отправления в Якутский автовокзал. Стоимость трансфера 500 рублей. Проезд детей до 5 лет бесплатно. За детей от 5 до 12 лет придется заплатить половину от стоимости трансфера, то есть 250 рублей. Отмечается, что покупать билеты стоит заранее, поскольку количество микроавтобусов подается исходя из количества приобретенных талонов. Волонтеры-медики из Якутска, прошедшие ускоренные курсы тактической медицины в медколледже, завершили свою миссию в Москве. В течение 2 недель добровольцы работали в 5 военных госпиталях Минобороны России. Волонтеры-медики готовили раненым землякам домашнюю еду, провели курсы оздоровительного массажа, органотерапии и обряда Алгыс. Всего охватили 15 человек. Постпред республики при президенте Андрей Федотов выразил благодарность за проделанную работу и вручил волонтерам-медикам сертификат на оплату проезда по маршруту Якутск-Москва-Якутск и проживания в следующем году за счет фонда РЛ.
Добровольцы из Якутии продолжат свою работу в военных госпиталях Москвы и Подмосковья уже после Нового года. Я думаю, что мы выполнили нашу миссию. Это значит, мы почти каждый день ходили по госпиталям, разговаривали с ребятами и, конечно же, готовили еду, блюда наши родные якутские, потому что ребята очень, говорят, соскучились по своей родной еде, по блюдам своим, по своим продуктам. И, конечно, была от нас эта моральная поддержка, большая моральная поддержка. Аварийное жилье – наболевшая проблема как всей республики, так и Якутска. Жители дома по улице Космонавтов 4/1 стали бить тревогу после того, как стены в одной из квартир начали буквально обваливаться. И это еще не все трудности, с которыми сталкиваются постояльцы аварийного дома. Увидела все своими глазами моя коллега Галина Чекурова. С 2019 года дом по улице Космонавтов начал активно обваливаться. Половина жителей дома были вынуждены сменить место жительства, так как находиться в доме спокойно, по их словам, было невозможно. Из-за отсутствия хозяев жители не могут проконтролировать состояние квартир на данный момент времени. В 8-й квартире снимала многодетная семья. Мой муж туда ходил проверить, как там состояние трубы. Тоже сантехники приходили, тоже не смогли открыть. И мой муж говорит, как они там жили, там потолок вот такой вот посередине провисает. Он говорит, там потолок тоже может обвалиться. И из-за того, что мы не можем туда попасть, мы не знаем просто, что там происходит. Если там прорвет трубу, то все. Или потолок обвалится, то мы просто грохот услышим и все. Наряду с большим количеством проблем, деформированные стены, отсутствие слива и горячей воды, ежегодно жители первого этажа сталкиваются с затоплением дома. Так, жители были вынуждены своими силами поднимать полы. У нас просела одна комната, здесь это поднято, а там одна комната просела у нас. У вас год только затапливает? Да, каждый год. Промежутки времени есть, типа весной или там? Весной и осенью. Весна, осень. А сильно? А вот специально для этого, насколько я вижу, вы поднимаете, да, полы? У Мне вот нас рассказали. полы подняты на полметра почти. У нас почти потолок упирается. По словам квартирантов, на очередь по программе расселения жителей они встали в 2018 году. Но представители Департамента жилищных отношений заявили, что реализация проекта на данный момент времени идет у жителей, которые были зарегистрированы на программу с 2012 года по январь 2017. Вопрос расселения аварийных домов, признанных после января 2017 года, представится возможным решить только после завершения мероприятий по расселению по действующей программе переселения. Это после 2025 года. Но в настоящее время администрация города Якутска совместно с правительством республики принимаются совместные усилия для того, чтобы запараллелить следующую программу переселения для тех домов, которым не удалось попасть и включить в действующую программу переселения. По словам специалистов, в случае, если проживание в аварийных домах невозможно или является опасным для жизни, жителям необходимо написать соответствующее заявление в Департамент жилищных отношений, после рассмотрения которого им предоставят маневренное жилье. Галина Чекурова, Илья Соломятников, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня продолжилась межрегиональная научно-практическая конференция врачей-травматологов второй республиканской больницы. Участники увидели мастер-класс на операции. Зрители наблюдали за процессом оперативного вмешательства через видеотрансляцию. О преимуществах показанной методики узнавала Марферина Алексеева. Основным преимуществом проведения остеосинтеза, то есть метода хирургического лечения переломов, является обеспечение всех необходимых условий для восстановления целостности кости. Суть метода заключается в фиксации перелома при помощи имплантов, введенных внутрь костно-мозгового канала. Для показательной операции был подобран пациент с оскольчатым переломом большеберцовой кости. Для того, чтобы поставить осколки в правильное анатомическое положение, врач-травматолог делает небольшие разрезы. Именно они открывают доступ к костям. Закрытая реконструкция перелома большеберцовой кости с помощью костодержателя ОГЕ. Сдвижение и положение кости врач наблюдает через рентген-аппарат. Именно он позволяет проводить операции закрытым методом. Снимок. Стоп.
Раньше подобные травмы оперировали иначе. На кость накладывались пластины или устанавливался аппарат Елизарова. При этом все операции проводились со вскрытием. Реабилитационный период протекал более полугода, и во избежание смещения пациенту запрещалась операция на ногу. Теперь же пациенту рекомендованы физические нагрузки. Это внутренний аппарат, внутрикостный аппарат, и его можно нагружать со следующего дня после операции. При удачной операции больные начинают ходить уже со 2-3 дня операции с помощью костылей, потом уже привыкают и бросают. И такая операция дает возможность человеку сразу подняться, быть активным, вести полуактивный образ жизни. Да. Данная методика выгодна как медучреждению, так и пациенту, так как стационарное лечение оканчивается гораздо раньше, чем прежде. Пациенту не требуются частые дезинфицирующие перевязки. Гораздо удобнее. И дома быстрее буду, и ездить туда-сюда. Так бы здесь очень много времени лежал бы с этим Елизаровым. Помимо комфорта, большое преимущество – это быстрая регенерация, которая происходит за счет правильного кровоснабжения. Также метод исключает смещение отломков. Сегодня остеосинтез активно применяется при переломах разных костей. Вплоть до бедренных костей, голени, плеча, даже ключицу мы оперировали таким образом. Даже лунные кости сейчас оперируем таким образом. Так что очень много видов и возможностей для этого остеосинтеза. Мастер-класс проводился с целью использования методики и в районных больницах республики. Вопрос обеспечения больниц необходимой медицинской техникой – это актуальнейший вопрос травматологов Якутии. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. Актуальные вопросы промышленности и геологоразведки обсудили в Якутии во второй день форума промышленности и геологоразведка. Сквозь столетия на сессии подводили итоги ранее обсуждаемых на площадках тем. Рассмотрели основные вопросы – это стратегию производства, проблемы логистики, формирование поискового задела сырьевой базы в Якутии, а также импортозамещение и атомную энергетику. Вызовы и проблемы, которые стоят перед геологами, обсуждались в первую очередь. Напомним, Дальневосточный форум стартовал в Якутии накануне. В открытии приняли участие руководители свыше 100 крупных компаний, отечественных производителей и ведомств России. Мы рассмотрели не только историю развития Якутии с точки зрения промышленности, геологии, но и планы и перспективы. Также очень важно было подметить, конечно, и проблемные моменты, которые где-то в каком-то мере мешают дальнейшему развитию, и выработать соответствующие пути решения для развития Якутии на долгие годы вперед. Договор о сотрудничестве между Российским геолого-разведочным университетом и Северо-Восточным федеральным университетом подписан сегодня. Геолого-разведочный факультет СВФУ имеет давние дружественные связи с Московским профильным вузом. Договор позволит упрочить отношения по обмену образовательными программами, научно-исследовательской работе, обмену студентов. Ближайшим совместным проектом учебных заведений станет обмен группами при проведении полевой практики, в рамках которого студенты из Якутии будут работать на полигонах Московского университета, а их коллеги из столичного вуза займутся изысканием полезных ископаемых в условиях севера. Я рад, что сегодня состоялась такая встреча и подписали соглашение о сотрудничестве. Это очень важно для нас, потому что на самом деле минеральная сырьевая база она в основном базируется на Востоке, и на Дальнем Востоке, и в Сибири. И наши выпускники – это потенциальные сотрудники компаний, которые работают именно здесь. И мы сейчас достаточно большую работу проводим по адаптации программ подготовки по требованиям компании. Также в Головном вузе республики подвели итоги арктической школы. Проект был запущен в 2019 году. 4-й поток проходил при грантовой поддержке фонда Горчакова и реализован в рамках Северного форума. Слушателями школы стали представители северных регионов России. Это Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Карелия, а также студенты из Индии и Китая. Вопросы развития Арктики, в частности экология, Заполярье, актуальны не только для циркумполярных стран, но и для государств, территориально далеких от арктических зон. В течение 3 недель слушатели общались с экспертами. Опираясь на положительные результаты работы арктической школы, организаторы планируют дальнейшее развитие проекта.
В этот раз у нас идет коллаборация по линии нашего нового проекта, вновь созданного Российско-Азиатского консорциума арктических исследований, который мы создали 28 ноября здесь, в Якутске, на Северном форуме. И с ВФУ, я думаю, что будет это делать уже в сотрудничестве со своими партнерами. Возможно, в других регионах тоже. Ну а с понедельника в столичных школах возвращаются к учебе среднее звено и 10 классы. Такое решение принято санитарно-эпидемической комиссией Якутска. Таким образом, с 19 декабря у школьников с 1 по 8 и 10 классов возобновляется учебный процесс. Напомним, карантин в школах Якутска был введен в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В течение 2 дней в селе Йенгра проводят праздничные мероприятия, посвященные юбилею школы. Образовательному учреждению исполняется 95 лет. Это первая эвенкийская школа и стартовая площадка для возрождения эвенкийского языка и национальной культуры. Продолжит Ирина Жданова. Кунакат эвидерен. Пана орокочеран, Миша маутладер, Сеня беркакетчеран, лутак. Кроме образовательной функции, главная задача этой школы – сохранить язык и этническую культуру эвенкийского народа. Ученики не только учатся говорить, но и учатся писать и читать на родном языке. Там накса угеревулан, нямакаган олан. В школе обучается 140 учащихся. Интернат рассчитан на 30 человек. Здесь круглогодично проживают дети оленеводов и охотников, которые уезжают в стойбище. Педагогический состав – 26 сотрудников. И в основном это бывшие ученики школы. У нас, в принципе, очень сплоченный коллектив. Хороший такой преподавательский состав. Дети у нас очень умные, очень добрые, вы, наверное, заметили. Мы очень много участвуем в этих международных олимпиадах именно по языку. Выезжаем в Благовещенскую Амурскую область, да? Каждый год, причем выезжаем, это осенью. Привозим очень много грамот почетных, победителей, дипломы победителей. В рамках юбилейных мероприятий в школе прошли открытые уроки, конференции и мастер-классы по изготовлению эвенкийской утвари и национальных оберегов. Основные правила, наверное, играет цветовая гамма. Обязательно цветовая гамма. И как бы по традиции эвенки использовали оберег в виде солнца. А еще лапка гагары у нас. Кабинеты школы оснащены необходимым современным оборудованием. Здесь же с недавних пор расположен музей, где проводятся уроки культуры малочисленных народов Севера. Сейчас это учреждение считается главным центром сохранения и развития этнической культуры и становления национального самосознания уникального коренного народа Южной Якутии. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Глава Якутии Айсан Николаев в понедельник, 19 декабря в 12:00 выступит с ежегодным посланием Государственному собранию республики. В послании будут озвучены стратегические направления развития республики на ближайшую долгосрочную перспективу, основные векторы деятельности регионального парламента, правительства, органов местного самоуправления. Прямую трансляцию из зала республики будут вести телевизионные каналы НВК «Саха», Якутия-24, Россия-24, радио Тытим и радио России. В предпоследний день уходящего года исполнится 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. У алданцев, перешагнувших 30-летний рубеж, появилась возможность вновь окунуться в атмосферу детства, юности и молодости. На выставке, посвященной вековому юбилею страны Советов, к истории прикоснулась и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Вновь погрузиться в атмосферу детства и юности, окунуться в молодость и вспомнить зрелость могут представители старших поколений. Атмосферу прошлых лет воссоздает выставка «Мой адрес Советский Союз», открывшаяся на базе вновь образованного некоммерческого объединения по сохранению историко-культурного наследия социализма. Мы все из того детства, из того прошлого, из той счастливой, необыкновенно интересной, замечательной жизни в период Советского Союза. Выставка «Мой адрес Советский Союз» включает две составляющие – игрушки и книги, школьные тетрадки и табеля успеваемости, а также гардероб. В части зала, преобразованной в детскую, есть все, что нужно было дошколятам и школьникам. Бесценными сегодня являются подборки литературы и подшивки газет. Советский Союз был самой читающей страной. Библиотека имелась в каждом доме. Активно читали граждане и прессу.
Конечно, выставка очень хорошая. Я окунулся в те годы, в которых я жил. Ну, здесь все напоминает мне об этом. Экспонаты для выставки, посвященной столетию образования Советского Союза, Татьяна Ефимова собирала в течение нескольких лет. Каждый предмет с историей. Многие вещи для выставки безвозмездно передали жители района. Часть сокровищ была в прямом смысле погребена на чердаках, на дачах, в заброшенных домах и в разрушенных сараях. Началось с того, что у нас на даче от родителей вот дом остался, и получается у них там очень много старых вещей. Вот в этом году, допустим, я очень пополнила свою коллекцию тем, что вот на Гагарина дом 13-15 ломались сараи, и я, находясь в отпуске целую неделю там рядом с ребятами, которые ломали эти сараи, я буквально с утра до вечера там выкапывала, выискивала, вскрывали коробки. Вот очень книг 20 по Ленину я нашла только вот конкретно вот здесь, Ленин на Гагарина, да. Выставка будет работать до начала 2023 года. С духом детства и юности старших поколений смогут ознакомиться юные алданцы. Кроме того, «Мой адрес Советский Союз» по замыслу автора открывает цикл экспозиций. Позднее жители района смогут ознакомиться с достижениями технического прогресса и бытом советской семьи. Музей очень хороший, прекрасные экспонаты. Надо приходить, читать населению. Командное и личное первенство. Команда должна состоять из 5 человек по одному в каждой возрастной категории. Это мужчина, мужчина-ветеран, женщина-ветеран и глава района или заместитель главы. Как раз участие глав или их заместителей в данных соревнованиях и стало нововведением этого турнира и является обязательным условием. Чтобы популяризовать вот этот наш вид стрельбы из традиционного лука, именно на слегах. На местах, чтобы работа вела, в районах, в улусах. И на самом деле вот те прошлые игры показали, что это очень эффективно. Очень многие администрации начали поддерживать. Они узнали об этом виде спорта. И сейчас в таких улусах очень хорошо развивается стрельба из традиционного лука. В соревнованиях принимает участие около 80 спортсменов из более 8 районов республики. Также состоится абсолютное первенство среди мужчин и женщин на дистанциях 40 и 30 метров. А для руководителей отдельно проведут абсолютное первенство в упражнении «Эссех Тоймада». Главы должны инициировать, брать свою инициативу и в дальнейшем развивать этот вид спорта. Ну вот, например, вот в нашем наследии по тельбам решили купить луки всем, пару штук начнем, а потом в следующем году, думаю, будет результат. Родители поддержат. Упражнения, которые выполняются, являются якутскими национальными. Это значит, что больше нигде в мире не используются. Именно поэтому не совсем правильно по итогам данного мероприятия отбирать спортсменов на дальнейшие всероссийские соревнования по стрельбе. Но, как правило, лучшие спортсмены претендуют на участие в республиканском отборе, где смогут побороться за право представить республику. После этих соревнований у нас на следующей неделе по стрельбе из традиционного лука пройдет чемпионат республики, где мы будем отбирать как раз таки на чемпионат и Кубок России, который будет проходить в январе в Орле, в городе Орле. Глядя на данные соревнования и вспоминая Робин Гуда, кажется, что в этом сложного? Натянул тетиву, запустил стрелу и пожалуйста. Но так ли это на самом деле? Все
Все сложнее, чем кажется. Без специальной подготовки запустить стрелу и, конечно же, попасть по мишени не получится. В целом, стрельба из лука – это отличная среда для формирования навыка установки и достижения цели, поскольку лук учит сосредоточенности на результате. Валерия Наумова, Григорий Охлопков, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.